Начало 2020-го ознаменовалось крупным спортивным событием. Джейрахский район в очередной раз принял всероссийский чемпионат по альпинизму в техническом классе. Скалолазам со всех уголков страны предстояло покорить одну из самых опасных гор Северного Кавказа – Кязи, высотой более 3000 метров. В первенстве приняли участие лучшие альпинисты и альпинистки из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ингушетии и других регионов страны. Это уже третий чемпионат России, который принял регион. 4 новых пройденных маршрута, и погода нам позволила все провести до конца. Гора всех пустила, всех отпустила, так что мы довольны. В начале февраля во Дворце спорта прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. В состязаниях приняли участие более 500 сильнейших атлетов из 50 регионов России. Судили соревнования 40 лучших российских арбитров. Первенство проводилось в честь Героя России Алихана Калиматова. Организаторами соревнований выступили Министерство по физической культуре и спорта Ингушетии при поддержке правительства республики и Федерации спортивной борьбы России. По итогам этих мероприятий у нас были и победители, и призеры, что им дает право в дальнейшем попадать в сборную команду России и представлять нашу страну уже на самом высоком уровне. Такие мероприятия, как первенство Европы и первенство мира. Из-за пандемии коронавируса все спортивное расписание пришлось менять, а мировые первенства и чемпионаты были перенесены на неопределенный срок. По инициативе Министерства спорта региона для спортсменов разработали программу домашних тренировок, которая в итоге переросла в масштабный онлайн-флешмоб тренировки дома. В совместные занятия окунулись не только спортсмены, но и все сторонники здорового образа жизни. Запустили формат онлайн-тренировки, это «Тренируйся дома», за счет чего нашим спортсменам удалось сохранить кондиции, удалось сохранить какую-то спортивную форму. И после того, как были ограничения сняты, они уже могли приступить к тренировочному процессу уже не в таком разобранном виде. В июле состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, где главным для российских поклонников ММА стал очередной поединок Мавсара Евлоева. Бой завершился единогласным решением судей в пользу Евлоева. 2020 ознаменовался еще одним ярким спортивным триумфом. Муса Евлоев выступил на Кубке мира в личном зачете по греко-римской борьбе. В столице Сербии с 12 по 18 декабря ингушский танк снова доказал, что он лучший. Проведя 3 уверенные схватки, в полуфинале наш спортсмен сошелся на ковре с олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и Европы Артуром Алексаняном. Даже такой серьезный соперник не смог помешать Мусе дойти до заветной цели. А уже в финале Евлоев не оставил ни единого шанса венгерскому оппоненту. Это весомый шаг для того, чтобы заявить о себе именно на олимпийское золото. Учитывая конкуренцию, мы лично все министерством наблюдали жесточайшие поединки, которые провел Муса Евлоев, чем я его поздравляю. С каждым годом Ингушетия только укрепляет свою позицию среди регионов страны по проведению масштабных спортивных мероприятий. Так, с 14 по 17 ноября Дворец спорта Магаз принял очередные соревнования – первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок. Соревнования собрали более 500 спортсменов со всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Ингушетию представляли свыше 50 дзюдоистов, которым пришлось пройти жесткий отбор в республиканских соревнованиях. Это первенство – очередное доказательство того, что наш регион способен принимать соревнования всероссийского и международного масштаба. Если мы смогли, я повторюсь, гостей из 85 регионов страны принять и провести масштабные мероприятия, сегодня мы готовы претендовать на более значимые. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас будут проходить такие мероприятия, как первенство Европы или мира. Также за 2020 год в Ингушетии построено и отреставрировано множество спортивных площадок и объектов. В Сунже полностью реконструировали стадион имени Дьякова. Также в рамках проекта развития сельских территорий новые футбольные площадки появились в Плиеве, Икажеве и Ляжги.
Спортивный праздник отметили и в селении Мужичи. Современный спортзал, площадки и беговые дорожки. Новый корпус спортивно-тренировочного центра впечатляет. Одновременно здесь смогут заниматься свыше 300 человек. Отличные условия для спортсменов для прохождения тренировочного лагеря перед масштабными соревнованиями. Именно эту задачу ставили перед собой представители Министерства спорта региона. Приглашенные представители Федерации дзюдо России дали высокую оценку объекту. Спортсмены могут как получить нагрузку, так и восстановиться. Также очень прекрасные восстановительные комплексы. Это бани. Так, природа очень шикарная, конечно, у вас. Я думаю, что это вот такое достойное место. Я еще раз повторюсь, что очень рад, что дзюдоисты смогут воспользоваться такой опцией и поучаствовать здесь на каких-то сборах. И я думаю, что мы в дальнейшем планируем. И вообще наш визит был связан с тем, что мы готовимся Ингушетия готовится принять Кубок России в 2021 году, и мы сейчас с рабочей инспекцией. Также 2020 стал примечательным и для хоккея. На протяжении 6 месяцев в ледовых дворцах Эрзи и Башлоам были закрыты двери. Виной всему все тот же вирус. Только осенью хоккеисты вернулись к привычным занятиям. За время перерыва оборудование хладоцентров обновили и отремонтировали. Обкатать новую площадку пригласили знаменитых российских хоккеистов и футболистов в рамках двухдневного мастера-класса. Полезно в плане то, что ребята, общаясь с великими хоккеистами в прошлом, они мотивируют себя на дальнейшие тренировки, чтобы тренироваться с большой самоотдачей. От хоккея к футболу. 2020 стал по-настоящему футбольным годом для нашего региона. Звезды сокера Магомед Аздоев и братья Бакаевы окончательно закрепили за собой звание лидеров не только клубов, но и национальных сборных. Для отбора сборной России на Евро-2021 наши футболисты внесли весомый вклад, полностью отдавая силы на поле. В заявке на чемпионат Европы имена ингушских футболистов уже вбиты. Будем надеяться, что травмы не помешают им выступить на полях разных стран Старого Света. Также в республике открылась первая в СКФО футбольная школа московского «Спартака». Для обучения местных ребят пригласили опытных профессиональных тренеров и менеджеров. Наши детишки, они голодные в плане побед, они характерные, у них потенциал, и этот потенциал сегодня развивают наши специалисты, за что я хочу поблагодарить всех тренеров, потому что это сложный путь, это сложная работа именно с детьми. У нас есть вопрос, насколько правильно будет подход к детям. Если фундамент, будет, как говорится простым языком, железным, я думаю, и в дальнейшем у этих детей все будет хорошо. Спортивный 2020 год завершился, а что нам готовит год грядущий, покажет время. Ингушетия со своей стороны готова стать как превосходным организатором любых соревнований, так и одним из фаворитов в любом виде спорта. Идрис Ижиев, итоги года.